Короче говоря, слобода, это значит, получается, какие-то нахуй районы этих пидоров узкожопых. Так, идем дальше. Войной слободу. Набеги на сибирские слободы, блядь, опять, происходили и в последующие годы. Весной 1708 году пленный мещеряк Юлдаш Утемышев показывал, что когда он был у Башкиретина, блядь, пиздец они называли, нахуй, пиздец, нахуй, Башкиретина, блядь. У Башкиретина, у Вотченника, у Карабаша, и он, где Карабаш говорил ему, Елдашу, буде башкирцы воровские, люди поедут по сибирскую сторону, Урало-Каменск, вот это, Каменск-Уральск. Их башкирцев станут неволить и подзывать идти воевать в сибирские слободы русские людей, и они где воевать с ними пойдут. Показательные слова Карабаш-Батыра о том, что в набеге он входит по принуждению. Следовательно, далеко не все башкиры за Урале были сторонниками войны, а неволи его, по всей видимости, тот же Уракай. За обещанием набега последовали действия. В конце мая 1708 года Тобольский воевода писал Верхотурье: о, воровские воинские люди, башкирцы, около Тобольских слобод облегли с войной и во многих местах воруют деревни, жгут, людей бьют. Однако до массовых нападений на сибирские слободы и серьезных столкновений с правительственными войсками пока дело не доходило, так как собственных сил у зауральских башкир для этого было недостаточно. Тогда Уракай-Батыр, воспользовавшись затишьем на Ногайской дороге, обратился к Алтару с призывом начать войну на сибирской дороге и в Сибири. Вот здесь давайте остановимся, добавлю. Вот смотрите. Вот сколько я вам читаю уже, да, вот несколько этапов, да, мы эту книгу, блин, читаем уже как-то, да, сколько у меня есть сил, блядь, читаем. Вы где-нибудь услышали, что башкиртлар ходили на русню зачем-то, блядь, чтобы, блядь, нахуй, просто, блядь, поиздеваться, просто поубивать, как сейчас, блядь, узкожопые убивают украинцев. Вы вот за все время, я сколько читаю историю, где-нибудь я такой вам сказал, я бы, наверное, сам охуел бы, если такое было бы. Нигде нету. До конца книги посмотрим, где что образуется. Нигде я не вижу. И то, что вот здесь сейчас, почему я сейчас останавливался и акцентирую в этом моменте, здесь они зачем идут по таким действиям? Потому что Москва давит на Казань, Казань давит на Уфимскую губернию, это ебаный нахуй, блядь, и давление делается на земли Башкортостана. И получается нахуй, покоя нет башкортлара, покоя нету, блядь. Везде, блядь, отталкивание нахуй вот этими слободами, узкожопый прижимает башкортларны, отбирает земли, не отдают земли, все зажимает, блядь. Полный нахуй мафиозный клан нахуй, по идее, блядь. В том веке, блядь, 300 лет назад, блядь. Мафиозные действия, нахуй, захват, убийство. Конечно, нахуй, нормально, если ты нормальный мужик, блядь. Ты что, это ты будешь терпеть, что ли? Нихуя. А вот сейчас, нахуй, одни терпилы, блядь. После 300 лет образовались одни терпилы, потому что узякне центр, так скажем, башкортов и татар, это Москва, ебаная нахуй, дала мило, блядь, за 300 лет, блядь. Ну, альхамдулилля, не сломала нас, блядь. Мы, альхамдулилля, не сломались, блядь. Купили себя взяли еще пока, так скажем, как они говорят. Порох есть еще, блядь, нахуй. Накидаем, наваляем, нахуй, за щеку вам, блядь, еще. Так что, блядь, нахуй, вставаем. Башкортлар, татар, блядь, я уже, блядь, по ебанутым начал говорить, блядь. Вставаем, идем на Москву, блядь. Так что вот так, блядь. Ой, блядь, так, значит так. Пленный башкир Айлинской волости, Урусакай, Туровтев, показывал, а подзывал, где их с собой воровать вор Уракай Янташев. Правильно, Юлдашбаев. А к нему Уракая пришли башкирцы на Ногайской дороге 1004, о которых властей не знает, с начальными людьми Айдаром Баем, да Абыли Аджи, Ямалдай-Бай, всего 1004. До сибирских же дорог к ним же собрались башкирцев с 1000 человек. А начальные, где люди, у них Абадак Курткачиков, Рахмат, да, вышеписанный вор Уракай с Табинской волостью, Табинской. Вот заметьте, вот сколько, да, история. Блять, сука, нос. Заметьте, в каждом слове, вот то, что я читаю, я язык ломаю, сука, это ебаный узкий язык, блядь, пиздец, нахуй, это зачем? Уже в то время эти ублюдки, если это правдиво написано, это же как бы откуда-то накатано, это же не человек придумал, блядь, это кто-то откуда берется история, нахуй, и нам доводит, да, это книга создается. Прикиньте, здесь дохуя ошибок, это раз, признать надо. Имена со слов узкожопых написанные, понимаете, это как бы взято со старых исторических данных, да? Каждое слово неправильно звучит, во-первых. Вот по-нашему, допустим, имя, ну не имя, допустим, спасибо слово, Рахмат, да, вот Рахмат. А они, допустим, говорят Рахмат, или там Ромбат, или там, вот что-то, вот понимаете, блядь, меняется буква, получается хуйня. Вы только уже, вот сколько я уже читаю эту книгу, я понимаю, что везде имена искаженные, блядь. Почему? Сейчас, сука, сори. Почему? Потому что эти придурки, которые узкожопые, то ли плен попадали, или что, блядь, кто кого допрашивал, и от их слов написанные слова, это, понимаете, это не пиздеж, по идее, блядь, это история. Суть того, что узкожопые даже тогда не могли произнести правильно наши слова. Потому что эти придурки до такой степени были, нахуй, в ухо задолбленные, я не знаю, блядь, или что, нахуй, что у них, блядь, в каждом, блядь, слове какие-то ошибки, блядь, произношения. Я вам только что сейчас читал, блядь, я охуеваю от того. И реально выбешивает, блядь. И сейчас, нынешнем поколении, вот сейчас даже, да, я понимаю сейчас, смотри, понимаю, что... Что-то пробило меня. Понимаю, что вот эта хуйня, которая происходит сейчас вот в Москве, в России, блядь, нахуй, которая произношение, точнее, блядь, произношение узкожопых, нахуй, искажая, издеваясь над нашими именами, оно и сейчас такое же. И в то время были долбоебы, и сейчас такие же, там, допустим, какое-то имя, там, Джамшут, блядь, Равшан, блядь, начинается, нахуй, у них там, блядь, Рашид, брат, нахуй, блядь, что-то в этом роде, понимаете? Извиняюсь. Вот такая хуйня, блядь. Короче говоря, что происходит, блядь? Происходит, нахуй, что, блядь, в то время тупые, нахуй, эти узкожопые были, нахуй, которые не могли, блядь, правильно произнести, блядь, наши имена, там, аулы, названия, блядь, или города, или какое-то, нахуй, даже слово какое-то, да, и в итоге, нахуй, образовалось слово бусурманы. Понимаете? Слово мусульмане они исказили на слово бусурманы. Ну, бля, это же пиздец, да? Допустим, я бы назвал бы, допустим,
этих крестоносцев, допустим, хуеносцы, блядь. Я же не могу их назвать хуеносцами, блядь. Я же конкретно искажаю слово, блядь. Как я объясню, кто такие они? Крестоносцы. Я же не могу сказать хуеносцы, блядь. Понимаете смысл? Они то же самое, блядь, называют, допустим, мусульмане, а бусурманы, нахуя, блядь. Понимаете? Вот уже где идет ихняя, нахуй, вот эта нелюбовь, ихняя ненависть, нахуй, к тому, что мы, точнее, нас, они, блядь, нахуй, чмырили уже, я сейчас 300 лет говорим, да? Может, еще раньше, блядь. В течение вот этой истории, которую я вам читаю, в течение 300 лет они постоянно нас издевались, над нами издевались, нас чмырили, грубо говоря, нахуй, опускали, грубо говоря, блядь, и создавали такое положение, как будто бы они только, блядь, кто-то, а мы никто. Даже у нас имена какие-то ебанутые для них, блядь, звучит, нахуй. Если у них, блядь, они в уши долбятся, кто виноват, нахуй? Если у них, нахуй, на ухо, блядь, медведь наступил, кто виноват, нахуй, блядь, если они тупорылые, сука, не могут Б, Г, блядь, услышать, нахуй, правильные эти, блядь, звуки, нахуй. Так что, блядь, нахуй, уже с этого момента можно даже понимать, что эти гниды, узкожопые гниды, уже в то время были нацистами. Вот вердикт только такой выходит. Только нацисты, которые ненавидят другую нацию, создают такое, блядь, название, блядь, какие-то всякие инопланетянные названия, которым им в ухо долбятся, нахуй. Они по-другому не могут, блядь. Это принципиальная издевка ихняя шла. Вот и все. Тут нихуя больше ничего нельзя назвать, блядь, по-другому, блядь. Это полная, нахуй, ихняя, блядь, извиняюсь, тупость, нахуй, к тому, что, так скажем, блядь, унижением, вот этим, блядь, унижением и кичливостью они, блядь, добивались, так скажем, блядь, высоты, что ли, или, я не знаю, блядь, хозяйничали, что ли, над нашими землями, блядь. Не то, что, ладно, людьми, блядь, над нашими землями хозяйничали такими, блядь, около Ларинда, блядь, умные, у нас сегодня, дохуя, умные, блядь. Поэтому, что я хочу с этим сказать, блядь, что Башкортостан, Татарстан, Узбекистан, и да вообще кто меня слушает вообще, кому это касается, вы должны одну вещь понять, что узкожопые, такие же люди. Нас всех Аллах всех одинаково создал. Такие же руки, ноги и все есть, блядь. Вот когда люди кичатся, выебываются, так берлик создают, кибер, да, по-арабски, высокомерие, мы должны уничтожить их, нахуй. Не то, что там, блядь, их привести к какой-то логике. Нет, для них нет логики, нахуй. Их нужно просто казнить, нахуй, на месте, нахуй. Срывать им, нахуй, бошки, нахуй, или, блядь, нахуй, полностью, нахуй, сжигать, нахуй, их, нахуй, блядь. Как Гитлер сжигал, нахуй, в печах, блядь, нахуй, каких-то ебаных, как называлось, блядь, каких-то печах, нахуй, ваньковских, нахуй. Вот их, нахуй, тоже, блядь, полностью истреблять, нахуй, только таким образом. Как они, которые, блядь, нахуй, выебываются, высокомерные, нахуй, всех, нахуй, джаханнам я, блядь. Сразу, нахуй, сразу. А нормальные, которые не нацисты, нахуй, пусть живут, хуй с ним, блядь, нахуй. А вот нацистов всех нахуй, блядь. И не нужно, блядь, нахуй, говорить, что он сказал это, не зная, блядь. Не нужно, нахуй, их жалеть, блядь. Их нужно долбить и начинать уже сегодня, блядь, нахуй, этих гандонов. И еще вспомнил одну вещь. Сегодня я видел в Инстаграме одну новость. 14 число, блядь. Значит, сегодня 15, 16, почти, да, уже? Что за нахуй? Ну да, уже 16. То ли кыргыз, блядь, то ли узбек. Не различить. Таксист. В Инстаграме видел. Надо было скачать, но я не умел пока скачивать. Вот я только научился скачивать оттуда. Короче говоря, едет такси. Ему хуярят в окно, извиняюсь, хуярят в окно, травматом, что ли, нахуй. По нему прям пуляет, нахуй. Он едет, что-то там. Вчера только рассказывал, помните, блядь, эти, дорожные войны, блядь. И тут какой-то, все его снимают, все снимают на улице, на видео. Это видео снято несколькими ракурсами, кусками. И внутри такси видео снимается, и снаружи кто-то снимал. Номера, все есть. И потом, как к нему, конечно, он нажимает этот, блядь, помощь, нахуй, скорая помощь приезжает. Короче, по нему хуярит, стекло в бах, блядь. И он потом уже психует, дает заднюю и нагоняет ему, и ебашит его в бок, нахуй. Но он все равно съебался, говорят, там пишется, что он съебался. Ну, наверное, не знаю, нашли, не нашли. Короче говоря, в наглую, узкожопый, я не знаю, кто он пиздит, на русском вроде бы. Ему, что сказал, что, иди нахуй, сейчас я тебя выебу, что такое. И хуярит по нему, блядь, прям, ну, водительское окно, все захуярено. И, короче говоря, пиздец, нахуй. По нему хуярит, блядь, ему в ухо попадает, что ли, он начинает держать ухо, блядь. Искры там, блядь, даже идут. Искры я увидел, блядь. Представьте, 14 февраля этого года. Вот, нахуй, в какой пидоросии, нахуй, вы, получается, живете. И вы хотите с этими гандонами еще, блядь, делить, так скажем, нахуй, блядь, кусок хлеба. Да нахуя? Нахуя? Нам, Башкортостан и Татарстан, как такие головорезы, нахуя нам они нужны, блядь? Нам это нужно, нет? Ответьте вот каждый с региона, блядь. А? Марийцам, чувашам, чеченцам, дагестанцам. Они нужны, нет нам? Они нам нужны, вот эти пидоры? Маньячелы, блядь, конкретные. Конечно, надо уточнить, кто они были. Ну, узкожопые они были, не знаю кто, блядь, кто с травматом хуярить мог. Ну, на днях, может, еще узнаем в Инстаграме, пролистывать будем, оно прилетает само, всяко узнаем и выведут его, может, новости выведут, обычно Азия, там, новости Азия, он вытащит такую тему сразу, потому что это как бы таксист, и как бы, наверное, вытащит про него. Вот просто я это в тему вспомнил, блядь, что вот такой идиотизм сейчас у нас, блядь, говорю, вот это пидоросия, нахуй, происходит, блядь. И мне самое, что обидно здесь, что этим узбекам, кыргызам, таджикам, я говорю, нехуй туда ехать, блядь, езжайте, блядь, в другие страны, блядь, в Европу приезжайте, хоть куда, нахуй. Нихуя, все равно туда прутся, блядь. Туда прутся, я не знаю, блядь, хуй, не знаю, маслом намазали, или медом намазали, блядь, я не знаю, блядь, или говном намазали. Чего прет вас туда, а? Из-за запаха претесь, или из-за чего, блядь? Хз, блядь. Поэтому, считай, порой даже вот у меня в тот день мысль вышла от этого, то, что я, блядь, вот везде же я кидаю рекламу, там, приезжайте, там, Германия, работа образовалась, туда-сюда. Я одну вещь поймал, блядь, в себя. Ну, у себя поймал. Вещь в мозге, блядь. Что, блядь, нахуй. Бук шелягаю, но этим людям, нахуй, вообще помогать смысла не вижу, блядь. Это быдло народ, блядь. Это быдло манхурты. Это вообще пидоросня полная, нахуй. Вот как они, блядь, с ними связаны, вот этот народ уже как бы, он уже все испорченный. Он испорченный, понимаете, он все протухший народ, блядь. Все, можно их тоже утилизировать по идее, нахуй. Это как гной, блядь, внутри народа, блядь. Гноячок, нахуй. А он еще он возрастает, блядь. Поэтому внутри Башкортостана, Татарстана тоже такие есть, нахуй. Гноячки, блядь, которых мы должны будем истребить, нахуй. Всех на кол, нормальных, нахуй, в тюрьму, блядь. А других, нахуй, всем бошки поотрывать, нахуй. И все. Хабирову и Мимиханову точно бошки отрывать. Все бабки отобрать, нахуй, и бошки поотрывать, блядь. Они нам, нахуй, не нужны, блядь. Все, они уже утилизированные, нахуй, чмошники, блядь. Вот и все. Это во всех нациях это то самое. Я уж перечислять не буду уже. У меня тема сегодня история. А то опять ухожу куда-то. Так, получается, короче, до сибирских же дорог к ним же собрались башкирцев с 1000 человек. А начальные люди, у них абадак Курткачиков, так, да, вышеписанный вор Уракай с Табинской волостью, да с двумя Алинскими волостями, да Куваской, да с Воземийской волости, да Каракачкин и с Качургатскими волостями.
извиняюсь, до Карангул-Кабали с Каратабинской волостью и примечание. Так, Тевки хан, Тауки, Таваккуль-хан, 1680-1715. Представьте, 35 лет всего лишь ему было. Умер, что ли. Правитель казахского ханства и каракалпаков. Таваккуль-хан, Тауки. Понимаете? 35 лет только он жил, блядь. Ханом был. 35 лет ханом был, блядь. Воевал, блядь. А нам сейчас сколько, блядь? Сидим нахуй, яйца греем, блядь. В документах упоминается Карабаш-Батур, живший по реке Миас. О, Миас, Башкортостан, Миас, а река Миас. А эти мрази Миас засунули Челябинск, блядь. Этот наш, блядь, Башкортостан, Жирен Челябинск отдали, блядь. Нахуй вообще. Челябинск вообще, по идее, тоже наш, блядь. Отдали, не отдали, блядь. Просто имеется в виду, сейчас разделили. Река Миас 60 дворами в ауле Карабаш. Ныне данное селение сызгинских башкир стало город Карабаш Челябинской области. Город Карабаш, блядь. Понимаете? Башкортостан, Жирен, блядь. Вот вам, блядь, доказательства. Еще чего надо, блядь. Памятники сибирской истории 18 века, 1713 Петербург, Министерство внутренних дел, 1882. Какой-то хуйню, где там еще читали, оттуда взято. Так, имеется в виду Куаканская волость Сибирской дороги. Кок-Ергатская, Кокеранская, Кук-Ерган, Табынская, Кок-Джургенская волость, входившая в Табынское объединение. Ну, где это хуй его знает, блядь. Идем дальше. Что тут остановились? И все, где было собрание 1005. Таким образом, повстанцы сумели собрать 5000 войска. Короче, на Сибирской дороге они собрали 5000 повстанцев. Еще до начала массового передвижения повстанцев с Ногайской дороги сибирско-башкирскими предводителями было принято решение избрать нового хана. Дело в том, что после окончания Казанского похода Ибрагим хан, некогда столь почитаемая фигура, в документах более не упоминается, его исчезновение совпало с мучительной казнью в Казани его дяди, святого султана Мурада, словно это был один и тот же человек, поскольку мистика не является предметом истории, внезапное исчезновение Ибрагим хана приходится списывать либо на его смерть, либо на очередную династическую рокировку Алдар-Батыра. Последнее, как нам кажется, ближе к истине. По всей вероятности, лидер движения за чингизидскую реставрацию и исламскую реконкисту решил сделать ставку на другую представителя династии Шибанида Кучумовичей. Ибрагим хан был знамением неудавшегося завоевания Казани. Да к тому же, он не имел даже небольшого числа воинов. Вероятно, поэтому Алдар-Батыр решил призвать другого претендента на трон вилаетов, Тура и Башкурт, способного поддержать новый виток борьбы не только в качестве ее знамения, но и реальной вооруженной силы. Получается, Алдар-Батыр, значит, получается, всех этих людей вытаскивал. Алдар-Батыр создавал каких-то ханов непонятных, и тем самым, хотел сделать Казань, получается, свободной, и в Башкортостане, чтобы тоже был какой-то хан, и они, ну, с этим ханом, так скажем, вместе, ну, как-то в спокойствии, наверное, да, как-то, наверное, они думали, жили бы, наверное, хз, короче. Короче говоря, то ли он этого хана в Казань хотел посадить, Казанское ханство опять создать хотели, непонятно, блядь. Или в Башкортостане тоже должен был быть какой-то их главарь, так скажем, президент. В сентябре 1708 года уфимская воевода сообщал, что от каракалпакского хана Тевки к ворам башкирам